Поселок Аркаим возник на карте города более 20 лет назад и продолжает расширять свои границы. Сегодня его численность составляет порядка 3500 человек. Появляются новые улицы, что делает необходимым развитие соответствующей инфраструктуры. Одной из актуальных проблем, по отзывам жителей периферии, является движение общественного транспорта в пригородные районы. В декабре данный вопрос активно поднимался в эфире нашей информационной передачи. Необходимость проводить время в ожидании прибытия автобуса в условиях низких зимних температур усугубляется ввиду значительной удаленности остановочных пунктов для жителей новых поселковых улиц. Так, проживающим по улицам Малихова и Юлалинской поселка Аркаим для того, чтобы воспользоваться услугами общественного транспорта, приходилось преодолевать расстояние порядка километра пешего пути в обоих направлениях. Согласно комментариям руководства автотранспортного предприятия, позитивные изменения произойдут для жителей этих районов уже 1 февраля настоящего года. С 1 февраля вносятся изменения в график и в маршрут движения городского маршрута номер 7, это в поселке Аркаим. Значит, как можно сказать, продлевается маршрут практически на километр. Это до улицы Малихова, там, значит, разворотную площадку сделали, расчистили, установили 2 павильона. Ну, фактически 2 остановки добавляются еще на маршруте. Пеший путь пассажиров, проживающих в тех дальних поселковых районах, пока пролегает мимо новых остановочных пунктов. Это обстоятельство позволяет наглядно оценить силы и время затраты, экономию которых, к своей радости, аркаимовцы получат уже завтра. Конечно, далеко. Тебя с первого спускается автобус, нормально было бы. Дети, тем более в школу идут пешком. Мы вон, где это Созранка, вот оттуда вон до туда ходили. Ну и как отразится, вы думаете, это на вашей жизни? Хорошо будет. Остановка хоть рядом будет у нас. Расписание движения автобусов на данном маршруте пока никаких изменений не претерпит. При этом остается так называемая зимняя мера в виде привлечения дополнительной единицы техники в вечерние и утренние часы пик. Этих ресурсов, как отмечает руководство предприятия, должно хватить для обеспечения бесперебойного движения автобусов в прежнем штатном режиме. В планах предприятия на 2018 год значительно повысить мобильность общественного транспорта. Надеемся на открытие в городе, значит, заправочной станции метана для работы, значит, автобусов на газомоторном топливе метан. Вот это позволит нам приобрести автобусы соответствующие, потому что в настоящее время в городах по республике по Башавтотрансу такие автобусы уже работают, обслуживают горожан. К сожалению, у нас заправки такой нету, и, соответственно, и автобусов таких нет. Появление газозаправочной станции и перевод транспорта предприятия на метановое топливо, согласно полученным комментариям, позволит увеличить автопарк, а вследствие чего и сократить интервалы между прибытиями автобусов. Сегодня вопрос о строительстве станции по имеющимся данным преодолел стадию согласования необходимой документации. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.